Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. У нас тысячелетние башни наших отцов стоят в горах. Абу, нет в Ингушетии тысячелетних башен. Ты человек взрослый и обязан знать, что ингушским башням не 1000 лет, а едва ли будет 150-200 лет, большинство которых начали возводить в конце 17, 18 и даже 19 веках. Ты как никто другой должен был знать, что в Ингушетии нет подобных башен. Самая древняя боевая башня на Кавказе находится в Чечне, которой действительно 1000 лет, называется она Хаскалинская боевая башня. Ну да ладно. Архитектурное наследство, издание 1951 год, цитата. Боевая башня – это опорный пункт, а не убежище. При нападении врагов жители селения не обязательно искали спасения в боевой башне. Они оборонялись, используя фортификационную систему своей крепости, включавшую и жилые башни, и оборонительную стену, и рельеф местности, и боевую башню, если она имелась. В Чечне есть мощные замковые комплексы, состоящие из одних только жилых башен. В Ингушетии многие, ныне существующие боевые башни сооружены, весьма вероятно, в 17-18 веках, когда военная опасность была не так уж и велика. Не исключено, что одной из причин, а может быть и основной причиной их строительства, были соображения престижа. Как вы могли заметить по источнику, ингушские башни по сравнению с чеченскими построены совсем недавно. О тысячелетних башнях ингушей даже речи не идет. А для тех, кто хочет поддержать нас, оформите спонсорство на наш канал. Взамен вам предлагается фирменный значок рядом с именем и некоторые эмодзи в виде национальных героев чеченского народа. Всем огромное спасибо за вашу помощь и поддержку. Пусть Всевышний вернет вам многократно.